Одна из главных тем, обсуждаемая в обществе, изменение Конституции. Какие поправки будут введены, накануне рассказал исполняющий обязанности президента Садыр Джапаров. По его словам, согласно новому закону, 35 депутатов должны избираться по округам, 50 по партийной системе. В общей сложности в парламенте должно быть 90 депутатов. Одномандатная система – это не моя инициатива, а инициатива народа. Мы обсудили этот вопрос также со всеми политическими силами. Сейчас в стране действует партийная система. По одномандатной выборной системе депутатом станет тот, кто больше всего наберет голосов в том или ином округе. В Кыргызстане одномандатная система впервые была внедрена в 1995 году. Тогда в парламенте было 105 депутатов. Так делать или вот так не имеет смысла. Мы должны понимать задачу. Потом, исходя из этого, должны рассматривать вопрос. Мы как-то примитивно для народа решаем вопросы. Сократить число депутатов от 120 до 90 человек, и как будто этим самым мы решим все проблемы. По сегодняшний день убеждены в том, что нам нет необходимости проведения конституционного референдума. Раз власть это проводит, это попытка усилить свою роль и свою значимость власти, представителей власти на сегодня в Кыргызстане. Но это тоже со временем в исторической периодизации будет оценена как попытка узурпации власти. Многие эксперты сходятся во мнении, что народ должен определиться со системой правления, нужно проводить референдум. Пока не ясно, когда будет презентация нового законопроекта. Бахыт Кулчуманов, Халыс Сакибаев, Нью ТВ.